Ну, 4 минуты у меня тут русскоязычным зрителю хочу сказать. Вот я несколько видео снял. Ну, ничего, я там вот повторился. То, что видео у меня снимались. Вот, кстати, вот там дорогу снял. Помните, я рассказывал, что на дороге надо быть поосторожнее, не надо гнать. И там еще что-то, всякие ситуации обрисовал. Вот, в частности, рассказал, помните, говорил, что люди живут, вот, у них не самые лучшие условия. Они живут на 9-м этаже двухкомнатной квартиры, где даже балкона нет. И подышать нечем. Он в ту сторону двора, допустим, был бы балкон, вот свежий воздух подышал бы. А так вот машины носятся всю ночь, и даже мотоциклы. Рассказал анекдоты, вот помните, который там продавал человек мотоцикл, и звонит он в морг и спрашивает, у вас сколько привезли? 9, а он где-то, значит, 10 еще, говорит, катается. Вот эти все рассказал, так что ничего особенного. Естественно, тема все еще актуальна, излюбленная насчет сохранения языков, о том, что крайне важно нам сохранять родной язык и всегда говорить. Трагикомическую ситуацию привел, когда татарский преподаватель, он считается ученый, галим, да, и он, значит, совершенно в пединституте не знал татарского языка, говорил по-русски, а из Турции, значит, студент или преподаватель тоже какой-то приехал, он говорил по-татарски, выучил его. И мне так смешно было, допустим, турецкий гость говорил на татарском, я переводил его для татарина на русский, потом татарин отвечал на русском, я его переводил на татарский. Вот все эти, скажем так, гримасы бытия обрисовывал. Говорил также о том, что раньше публикации, вот мы в газете делали, и реакция была. Сейчас даже, вот, допустим, на телевидении люди звонят, смс-ки шлют, деньги платят, а там просто озвучивают, а реакции никакой. Раньше закон существовал, не знаю, он сейчас, наверное, есть он, но не действует, просто не работает закон. В течение 2 недель административные органы должны ответить обязательно о мерах, принятых мерах. Это все критика была. Сейчас, вот, к сожалению, этого нету. Вот. И говорил о том, что вот у нас есть паблик или что там, ВКонтакте там, и люди пишут иногда. Ну ничего, толку так просто. Иногда даже просто все стараются анонимно, потому что боятся чего-то. И зачастую даже не указывают конкретно виновника, потому что все боятся. А в то время все-таки власть защищала журналистов, государство защищало журналистов. Сегодня мне позвонил друг из Дагестана, он говорит, даже он в Сибирь отослал, и я там на татарском видео делал, и он говорит, в Сибирь отослал тому другу. Тот с удовольствием посмотрел, послушал. Оказывается, нагаи нас слушают, турки на татарском слушают в Турции, узбеки, кыргызы, там даже азербайджанцы в разных регионах, значит, вот слушают татарскую речь и понимают. Это неудивительно, потому что раньше говорили, татарин толмач не нужен. Действительно, вот все-таки татарский язык, он как многогранный, и поэтому по сей пору там очень многие слушают. Даже гагаузы, когда про них рассказал, удивился, что они где-то столько 500, около 500 человек посмотрел. Я сразу понял, что гагаузские братья это послушали татарскую речь, и много, наверное, из этого поняли. И где на татарском я выступление сделал, там очень много лайков. Даже если просмотров мало, лайков почти больше половины. Вот это вынуждает иногда все-таки делать ролики на татарском. На русском-то обязательно я постараюсь сделать. Естественно, без внимания не оставлю вас. Потому что мне самому выгодно, если тема какая-то свежая, обязательно и на русском языке, чтобы побольше просмотров было. И эта заинтересованность есть своя, чтобы аудитория была больше. Ну вот еще там сказал, что вот молодежь, видите, среди ночи человек занимается спортом. Это вообще замечательное явление, когда люди вместо того, чтобы пить, делают